Продолжаем дополнять информационную картину воскресенья. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы. В Сунтарском районе тушат 5 лесных пожаров, 2 из которых планируют ликвидировать в ближайшее время. Озвучим свежую лесопожарную сводку. Лето – разгар для строительства и ремонтных работ. Евгений Григорьев ознакомился с процессом ремонта дорог в Якутске. Первый русский театр Дальнего Востока закрывает 130-й театральный сезон. Прошла премьера спектакля, с которого началась его история. В пригороде Якутска утонул мужчина. Тело погибшего извлекли из Белого озера в районе Мархи. Накануне вечером на месте работали представители службы спасения. Как сообщили очевидцы, тело погибшего достали с помощью надувной лодки. Подробности случившегося выясняют специалисты. Личность погибшего установлена. Это мужчина 1976 года рождения. Следственный комитет проводит проверку. 20 лесных пожаров тушат в Якутии. Очередное заседание оперативного штаба КЧС сегодня провел первый вице-премьер правительства Дмитрий Садовников. По данным Минэкологии региона, ведут работы по тушению 20 лесных пожаров на территории 11 районов. За сутки ликвидировано 4 возгорания. Борьбу с огнем ведут 1350 человек и 140 единиц техники. Принято решение провести передислокацию сил и средств, исходя из пожароопасной обстановки. Кроме того, в республике начинает устанавливаться высокий пожароопасный класс температурного режима. Поэтому муниципальные образования должны усилить профилактическую работу с населением. В Сунтарском районе на сегодняшний день тушат 5 лесных пожаров, 2 из которых планируют ликвидировать в ближайшие сутки. Угрозы населенным пунктам нет. Об этом в своем сообщении сказал первый заместитель главы Сунтарского района Николай Александров. Прямо сейчас руководитель тушения пожара с группой осматривает и окарауливает южную кромку. Ночью там работали вручную, копали траншеи для укрепления ранее проложенную трактором минерализованную полосу. На западной кромке задымления и горения нету. Запланирована работа по разработке северной кромки. Сегодня прибудет вертолет с водосливным устройством. Также планируется переброска сил авиалесохраны и дополнительные орудия труда для борьбы с пожаром. В Верхневилюйском районе тушат 2 лесных возгорания на общей площади более 4500 гектаров. На данный момент оба пожара действуют. Привлеченные силы и средства. Федеральные резервы ДПС 47 человек, региональные резервы ДПС Хабаровские 53 человека, Верхневилюйская авиалесохрана ДПС 18, ППС 5 человек, лесничество 9 человек, ГАУ ПКС 28 человек, из них города Вилюйска 7 человек, МЧС 5, арендатора 2. Мобилизованное население 106 человек, всего привлечено 280 человек. Воздушное судно Би-200, произвол 25 выбросов воды на лесной пожар номер 11. Также на этом пожаре 2 дня отработало воздушное судно Ми-8 с водосливным устройством. К другим темам. Лето – разгар для строительства и ремонтных работ. С ходом исполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» знакомился глава города Якутска Евгений Григорьев. Более подробно в следующем материале. На объездном шоссе Якутска полным ходом идет ремонт дороги. 4 полосы от строительного рынка и до Вилюйского тракта с новым и безопасным допокрытием планируют запустить уже к концу этого года. Кроме того, это дорожное полотно будут сопровождать велодорожки и тротуар для пешеходов. На сегодняшний день уложено порядка 17 тысяч квадратных метров. Также ведутся параллельно работы по укладке водопровода из пластика, по устройству бордюрного камня. На сегодняшний день уложено 3000 метров из 6. По устройству бетонирования бордюрного камня. И также у нас примерно в середине участка образовались пучины. Это слабые грунты, которые необходимо заменить для того, чтобы в дальнейшем у нас не образовывались просадки, пучины, выбоины. Жители микрорайона Марха также ждут обновления. Дороги здесь не восстанавливались уже очень много лет. В этом году там планируют отремонтировать перекресток улиц Олега Кошевого и Советской, провести освещение территории по проекту «Светлая столица» и подключить жителей к газоснабжению. Как обещают нам газовики, что в этом году уже люди осенью будут подключать газ. То есть сейчас, если вы обратили внимание, уже опрессовка ведется. После опрессовки они сдают техническому надзору.
и запуск газа производится. В этом году у нас также хотелось бы отметить, масштабно будет уличное освещение. Это будет у нас улица Набережная, также на Советской будет уличное освещение, на Олега Кошевого, Интернациональной, на Заводской и в микрорайоне Северный. То есть, видите, у нас 6 объектов только по уличному освещению, по светлой столице. Плюс еще дополнительно будет освещен периметр 32-й школы, это улица Газовиков, школьная. Жители Гагаринского округа переселят из ветхого жилья в новые квартиры до 2022 года. А на месте старых домов начнут строительство новой школы. Средняя общеобразовательная школа на 990 учебных мест скоро получит свой фундамент. После того, как будут решены все организационные вопросы. Планы строят, чтобы строительство началось без проблем. И по окончании строительства, чтобы мы получили лицензию на образовательную деятельность. Новое дорожное покрытие, обновленная инфраструктура и строительство школы. Все это ждет наших горожан уже в ближайшее время. Петр Васильев, Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. В области медицины трудятся миллионы наших соотечественников. Врачи, медсестры, фельдшеры, работники скорой, санитары. Но всех их объединяет общее желание помогать тем, кто в этом нуждается. Сегодня праздник, напоминающий о важности труда медицинских работников. День медицинского работника отмечается в 3-е воскресенье июня. Праздник утвердили в 1980 году. С тех пор День медицинского работника празднуется не только в России, но и в Молдове, Армении и Белоруссии. Пожелаем медикам в этот день сил в нелегком деле и терпения. От имени руководства Якутии с Днем медицинского работника медиков поздравил Айсен Николаев. Сегодня общество остро ощущается важность здоровья. Именно поэтому в республике с 2021 по 2030 годы объявлено десятилетием здоровья. Особое внимание будет уделено повышению надежности, эффективности, доступности и качества медицинских услуг, развитию системы непрерывного образования специалистов, привлечению высококвалифицированных кадров. Другой ключевой фактор – развитие научных исследований, интенсивное внедрение новых медицинских технологий, создание единого информационного пространства. В этот праздничный день глава региона выразил особые слова признательности ветеранам, всем тем, кто вложил свои силы, знания, опыт в создание и развитие системы здравоохранения. В праздничный день врачи продолжают стоять на страже здоровья каждого пациента. Многие больницы Якутии в марте-апреле прошлого года начали перепрофилироваться для приема пациентов с COVID-19. Не исключением стала и Якутская республиканская клиническая больница. Многое зависело от опыта руководства. Будни главного врача сегодня – это бессонные ночи, быстрый темп работы и ускоренное принятие точных решений. Тяжелых 11 в реанимации, поступление было 5, выписано 4. 8:30 утра врачи собираются на традиционную планерку. Главному врачу отчитываются о количестве больных и о новых поступивших пациентах. Такая практика была и до пандемии. Главному врачу важно знать обо всех изменениях, происходящих в его больнице. Проверить, не просрочены ли таблетки, есть ли проблемы с лекарственным обеспечением, расходными материалами. Посмотреть температурный режим холодильника. Такие обходы проводятся в ежедневном порядке. Каждое утро приходится преодолевать пешком большие расстояния. Отделения клинической больницы раскиданы на территории в 7 гектаров. После обхода всегда мы зафиксируем свои какие замечания, что устранить, и сроком исполнителей указываем, чтобы если техническое слово, какие-то там проблемы по теплу или по питанию есть от жалобы наших пациентов, и тогда указываем день врачу. Вам надо уже наблюдаться на все это наши рекомендации врачей, надо соблюдать. Обход пациентов, разговор с каждым с глазу на глаз – еще одна обязанность главного врача. В год через клиническую больницу проходит более 22 тысяч больных. Понятно, что каждому время не уделить. Но именно во время таких разговоров узнаешь о проблемах больных, о том, что им нужно и чего им не хватает. Ход тут очень хороший, еда очень хорошая. Я думаю, все работники здесь очень хорошие. Все спрашивают, что надо, где надо и так далее. Ну, я очень благодарна. Ушедший год для коллектива больницы был сложным и напряженным. Именно они первыми приняли удар пандемии новой инфекции, когда 17 марта 2020 года к ним поступил первый пациент с ковид. Времени на раздумья не было, тем не менее справились. Благодаря слаженной работе в кратчайшие сроки начали перепрофилировать свои отделения.
Особое внимание во время пандемии уделялось беременным и родившим женщинам. Отделение реанимации новорожденных ни на минуту не прекратило свою работу. Сегодня здесь помощь получают 15 недоношенных малышей. Высококвалифицированный персонал работает в отделении, круглосуточное наблюдение. Сейчас у нас самый маленький пациент 26 недель выхаживается, но с очень маленьким весом даже для своего срока. Ребенок родился весом 440 грамм. Главный врач заходит и к мамочкам. Линчанка Олеся Филатова – мама двойни. Целый месяц врачи боролись за жизнь и здоровье ее мальчиков, родившихся раньше срока. Сегодня Алеша и Рома набрали сил и готовятся к выписке. Нас с Ленска экстренно привезли сюда, на санрейсе. Если бы не Якутск, бог знает, чем бы все обернулось. Ну вот. Мои два прекрасных сыночка растут, развиваются. Сейчас все стабилизировалось. Я хочу сказать огромное спасибо. Прям я безумно благодарна врачам, медперсоналу. То есть каждый вложил частичку себя. Счастливые слезы на глазах пациентов, наверное, это и есть итог работы каждого из этих людей в белых халатах. Бессонные ночи, интенсивный ритм работы, большая ответственность за жизни людей. Ведь поистине работать здесь может не каждый. Для нас 2020 год очень сложный, очень такой необычный был, потому что все-таки работать в красной зоне, не выходя, даже наши сотрудники не выходили 3-4 месяца и жили в гостиницах, оторваны были из семей, и поэтому, конечно, благодаря этому и слаженной работе коллектива. Врачи признаются, пандемия ковид – это бесценный опыт для каждого из них. Работа в экстремальных ситуациях показала, насколько они были подготовлены и насколько важно работать слаженно, как единый организм в круглосуточном режиме, обеспечивая уход за своими пациентами. Конечно, боязни наших медицинских работников не было, когда мы приступили принимать больных с ковидом. И поэтому как-то были уверены, что мы будем работать. Сегодня со спадом заболевших ковид клиническая больница постепенно начинает возвращаться в привычный круг работы. За год клиническая больница отработала с 5000 больных коронавирусом и дальше продолжает ежедневно вести борьбу с коварной болезнью. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Идем далее. Сборная Якутии завоевала 12 медалей на чемпионате России по паралимпийской легкой атлетике. Команда республики взяла 6 золотых, по 3 серебряных и бронзовых медалей. Об этом в Инстаграм сообщил один из тренеров команды Василий Оленов. Так, Василина Иванова завоевала 3 золотые медали по толканию ядра, метанию диска и копья. Аял Сивцев занял первые места по метанию диска с установлением рекорда и толканию ядра. Спортсмен также получил серебряную медаль по метанию копья. Еще одно золото по толканию ядра сборной принесла Виктория Петрова. Кроме того, Яков Максимов занял 2 место по толканию ядра и 3 по метанию диска. Никифор Анисимов взял серебро по метанию диска, а Спартак Дорофеев 2 бронзы по толканию ядра и метанию диска. О любительских спектаклях на далекой Лене было известно еще в 19 веке. Первый русский театр Дальнего Востока закрывает 130-й театральный сезон и выпускает премьеру спектакля, с которого началась его история. Подробности в материале Надежды Саханской. Балаганное представление в 2 действиях – именно такой жанр спектакля указан в афише. Премьера этой комедии состоялась еще в 1899 году, а уже летом 1890 года спектакль показали под приезд губернатора. После этого знакового события и был подписан устав театра. В общем-то, отдавая дань уважению своим первым актерам и режиссерам, русский театр принял решение вновь выпустить «Сорванца». Сам по себе спектакль будет очень веселым и музыкальным. Специально для этой комедии актеры русского театра овладели музыкальными инструментами и даже организовали самый настоящий джаз-бенд. В числе музыкальных инструментов даже этот контрабас. Именно комедия «Сорванец» и завершит 130-й театральный сезон в Русском театре имени Пушкина. «Сорванец» отправляет зрителя в легкое музыкальное путешествие вне времени. Постановка о любви, жизни и обыкновенных людях трогает до глубины души и вызывает массу положительных эмоций. История, которую мы сегодня хотим вам рассказать, произошла где-то, когда-то, с кем-то. Да, в принципе, какая разница? Ведь героем этой истории мог стать каждый из вас.
Исполнительница главной роли Алла Бузмакова уже не первый год служит искусству в театре имени Пушкина. Сама она признается, что работать над такими необычными ролями – большое удовольствие. Где-то приходилось себя преодолевать, где-то что-то додумывать, очень много думала. Ну и вообще, начнем с того, что я и не ожидала, что попаду в этот спектакль. Я себя не видела в нем никем. Но режиссер приехала и сказала, что вот да, мы попадаем. Прикоснуться к истории, принять участие в ее продолжении – довольно непростые и ответственные задачи в подготовке к спектаклю. Тем более не подвести тех первых актеров, с игры которых и началась история русского театра в Якутске. Во-первых, я прикоснулся к истории. С этого же спектакля, с этого пьесы начался театр. И самое сложное было к ней прикоснуться и вот первый раз прочитать, потому что думаешь, господи, это же история, это же столько, 130 лет прошло. Когда эту пьесу написали, ну, может быть, чуть раньше написали, вот, и я в ней участвую, и я понимаю, что я в этой истории. То есть история повторяется, это так здорово. Обычно на премьеры в театр ходят самые верные любители сценического искусства. Стоит отметить, что женщины посещают спектакли чаще мужчин. В русский театр я хожу, вот как живу здесь, в Якутске, с 1996 года. Это мой любимый театр. Вообще я не пропускаю ни одной премьеры. Все спектакли, какие выходят в русском театре, я смотрю регулярно. В театр я хожу с детства, то есть около 20 лет. Любимый спектакль «Нас обвенчает прилив». Премьерный день драматического театра украсила и торжественная часть, где актеры получили свои заслуженные награды. Государственный академический русский драматический театр имени Пушкина. Хотя работать с живым вокалом актерам приходится не впервые, некоторых артистов зритель увидит в новом свете. Этим спектаклем Русский драматический театр попрощается со своими гостями до следующего 131-го сезона. Надежда Саханская, Григорий Охлопков. Якутск. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.